Казани будут судить 48-летнего Алексея Назарова, обвиняемого в причастности к убийству несовершеннолетнего подростка. 9 лет назад молодой человек стал случайной жертвой разборок двух группировок на проспекте Победы. Впрочем, адвокаты подсудимого опровергают все обвинения и заявляют, что их подзащитный не имеет отношения к преступлению. Некоторые свидетели же, которых опрашивали еще в 2011 году, готовы поменять свои показания. Обо всем по порядку. Айрат Назипов. История этого уголовного дела тянется еще с 2011 года, с конфликта между двумя группировками – Первомайские и Седьмовские. Последний, как полагает следствие, устроил засаду на своих конкурентов. Все произошло в ночь с 3 на 4 июня во дворе одного из домов по проспекту Победы. 5 членов группировки Седьмовские, в том числе обвиняемые, вооруженные охотничьими ружьями и иным оружием, рассредоточились по периметру домов. В какой-то момент во двор заехал автомобиль, который участники группировки начали расстреливать из огнестрельного оружия. В нападении участвовали и другие неустановленные лица. Злоумышленники считали, что в машине находились их конкуренты. Однако в действительности автомобилем управлял 18-летний парень, который вместе с 3 несовершеннолетними пассажирами не имел отношения к криминалу. Водителю удалось выехать из-под обстрела, но 2 пассажиров получили ранения, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице. В дальнейшем 3 участников нападения были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы. Обвиняемому, а также лидеру группировки удалось скрыться. При этом последний в настоящее время объявлен в федеральный розыск. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осенью прошлого года обвиняемый был задержан. При этом причастность к совершению преступления он не признал. Обвиняемым по статье убийства, покушение на убийство и повреждение чужого имущества оказался 48-летний Алексей Назаров. Задержание мужчины в октябре прошлого года повергло в шок его супругу. Женщина отмечает, они с мужем не знали, что он находится в розыске, и за 8 лет даже не думали, что его подозревают в преступлении. Проживал он дома, нигде не скрывался. С обыском к нам никогда не приходили. Жили мы обычной жизнью, спокойно передвигались по республике, ездили на дачу, ходили в гости к друзьям, знакомым. Адвокаты Назарова отмечают, в ту роковую ночь их подзащита находился во дворе, где все произошло, но к преступлению он не причастен. Вот здесь лица произвели выстрелы по автомашине. Непосредственно мой подзащитный находился в другом конце двора, и не просто он там как-то один находился, а находился с лицами, которые указывают на то, что он находился с ними. По мнению защиты Назарова, обвинение в частности полагается на показания свидетелей, которые некоторые из них дали в ныне расформированном отделе полиции Дальний еще 9 лет назад. Однако сейчас 5 свидетелей готовы поменять свои показания. Те предыдущие, как они говорят, ложные показания, они давали, исходя из того, что это требовали от них сотрудники полиции, не просто требовали, а путем угроз и применения физического насилия, применения пыток, током, избиений. В настоящий момент говорят, что мы этого не видели и видеть не могли, потому что находились в совершенно другом месте. Назаров и свидетели готовы подтвердить свои показания и на детекторе лжи. Также защитники подсудимого отмечают, перед ними стоит задача установить того, кто, по их мнению, совершил преступление. В ходе предварительного расследования, а также по окончании предварительного следствия, Назаров заявлял неоднократно, что желает, чтобы данное дело максимально объективно рассмотрелось с участием суда присяжных заседателей. Дело будет рассматриваться в Верховном суде республики. Дата рассмотрения еще не назначена. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.